вечер, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Я буду и на микрофон говорить теперь сегодня. Надеюсь, что вы меня хорошо слышите. Напишите мне, пожалуйста, вам хорошо слышно. Потому что одновременно у меня в зале сидят очень много людей. Вы ведь представляете вот так. Я в данный момент провожу бизнес-ужин. В Таджикистане, в Душанбе, провожу бизнес-ужин. Обычно бизнес-ужин мы проводим с такой целью, чтобы экономить время и одновременно помогать большое количество людям добиться успеха. Спасибо, что нашли время, пришли на сегодняшнюю встречу. Рад вас всех видеть. Теперь я буду отключать комментарии, чтобы не отвлекались. Потом, когда будут время вопросы, ответы, я буду включить комментарии. Хорошо? Добро пожаловать в мир бизнеса. Надеюсь, что у вас все хорошо. Я очень-очень рад всех вас видеть. Спасибо, что вы с нами. 2022 год, наверное, особенный год после этой пандемии и так далее. После этот период, который мы с вами пережили в протяжении, например, уже 2,5 года, скоро уже 3-й год начинается. Поэтому бизнес приходит уже постепенно на новый уровень. И можно сказать, каждый бизнесмен сейчас сталкивается с этими трудностями. Трудности с логистикой, трудности с продажей, трудности с офлайн усилит маркетинг или там онлайн усилит. И сейчас вот такой период, что все постоянно думают. То есть как-то даже инструменты, которые онлайн хорошо работали год назад, они даже в этом году не очень хорошо дают эффект. Инструменты, которые, например, 2-3 года назад давали хорошие результаты, а сейчас не очень хорошие результаты дают. Вот, поэтому сейчас и бизнесменам тоже нелегко сейчас на данном этапе. Особенно, конечно, еще в связи с этим политическим событием, которое проходит в данный момент в этих наших странах и так далее. Поэтому это все отражается в бизнесе. Все отражается в бизнесе. И давайте буду говорить несколько направлений, которые 2022 год могут быть более актуальными, могут появиться новые виды услуг и так далее. Первое, что делать надо. Самое первое, что надо делать. Я рекомендую, что новые бизнесы, если у вас есть один бизнес, не ищите новые инвестиционные проекты. Я имею в виду, новые проекты не запускайте. Лучше усиливайте тот проект, который у вас есть. Другими словами, лучше фокусируйтесь на тот проект, на тот бизнес, который вы уже сейчас занимаетесь. Увеличивайте его, усиливайте его конкурентные преимущества. Усиливайте логистику, усиливайте, найдите именно, создавайте, усиливайте то, что в данный момент вы делаете. Не заходите в разные новых проектах. Лучше укрепляйте фундамент того, что вы делаете в данный момент, в этом году. Это один из направлений, которые есть. Вокруг меня очень много бизнесменов, которые разные направления держат. Даже я несколько своих новых направлений в этом году останавливал даже. Новые направления, которые были по плану, у нас по стратегии даже было такое, что нужно так. А почему? Потому что когда новый проект, новый бизнес, это новые проблемы еще. Новые вложения, новые проблемы, новые заботы и так далее. Даже и от своих бизнесов, даже я сейчас в данный момент некоторые останавливал. Вот. И фокус в этом году лично я буду направлять, я сейчас буду тебе рассказывать даже те, на что я буду сам внимание обратить в своих бизнесах. По большому счету, я не пытаюсь кого-то учить, как делать бизнес. Я рассказываю, как мы делаем, как наши компании делают, и большинство людей, и как мы делаем вместе с нашими учениками. А люди, глядя на это, могут брать для себя хорошие примеры из этих кейсов. Мы сейчас фокусируемся на усилении всех наших компаний, которые уже есть. Вот. Их продукции, их логистики, их оцифровать все и так далее. Займемся этим больше всего. И полностью постараемся на некоторые свои бизнесы кластеризация создавать. Кластеризация, что это значит? Цели кластером стать для того, чтобы себестоимость уменьшить.
Когда себестоимость мы уменьшим, то есть мы создадим в этом году, строим свои заводы своей парфюмерии и так далее. Для чего? Для того, чтобы уменьшить себестоимость. Себестоимость, когда снижаем, соответственно, конкурентное преимущество растет. Мы становимся более конкурентными, чем другие, чем наши конкурентов и так далее. Над этим работаем. То же самое в других бизнесах. В наших магазинах, где техника продаем и так далее. Возможно, даже некоторые маленькие бизнесы, которые были, от них мы даже продадим им, от них отказываем, от маленьких бизнесов и так далее. Почему? Чтобы усиливать сильного. Очень важно не распыляться, а очень важно усиливать сильного. То есть усиливать то, что очень хорошо получается у вас. Вот над этим мы больше сейчас будем внимание обратить. Это если... Иногда люди меня спрашивают, а вы сами где это, как вы это будете практиковать, поскольку у вас несколько разных бизнесов. Вот. Теперь, на что внимание обращайте еще? Очень важно в этом году, я заметил, что маркетинговые расходы будут расти конкретно. Вложите в маркетинг. Вложите деньги в маркетинг, вложите, пожалуйста, усилия в маркетинг, вложите труд. Это очень-очень важная вещь. Если вы не будете вкладывать в маркетинг, то, что вы создаете, она не окупается. Поэтому вложите в маркетинг. Фокус направьте на маркетинг. Инвестируйте в свой маркетинг. Когда вы больше вкладываете в маркетинг, вы будете иметь больше долю рынка. Задача маркетинга – большой поток создать. А когда вы в маркетинге больше усилий вложите, соответственно, вы найдете новый канал сбыта, новые сегменты, новая целевая аудитория, новые дополнительные ценности создавая. Это будет очень круто. Вот. Это очень важный момент. Когда вы на маркетинг будете внимание обратить, вы поймете несколько интересных вещей. Какие рынки сейчас будут более актуальными? Какие рынки? На тех рынках фокусируйтесь. Но диджитал-маркетинг становится самым важным. Мы это все понимаем уже. Например, наверняка вы заметили, что сейчас, в данный момент, люди все равно больше доверяют рекомендациям. Поскольку люди больше доверяют рекомендациям, очень важно, чтобы вы могли использовать своим бизнесом много-много известных авторитарных лицах для маркетинга, для продвижения, для создавания рынка. Потому что сейчас появилось очень много влогеров, очень много разных каналов. Но нужно, чтобы вы могли правильно подбирать под своим целевой аудиторией. Вот. Появляется в 2022 году абсолютно, как, например, как период пандемии появились какие бизнесы. Я заметил, что есть бизнесы, которые в период пандемии хорошо поднимались. Фармацевтически это понятное дело, чтобы люди, автоматом поднимались аптеки, автоматом поднимались медицинские приборы, производство и так далее. Это понятное дело. Но мы же видим, что бизнес-доставка стала очень сильно расти. Бизнес-доставка. Другие интернет-магазины. Очень много новых профессий появилось. Там копирайтеры, именно дизайнеры, которые по интернету и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество. Знаете, в свое время когда-то прочитал книгу Билл Гейтса «Бизнес со скоростью мысли». Эта книга была написана, оказывается, в 93-х годах, что ли, или 95-х годах. Но я его прочитал в 2002 году, был, по-моему, или 2003 году. Я тогда его почитал, у него была фраза такой, что если вашего бизнеса нет в интернете, тогда у вас не будет бизнеса. Внимание, если вашего бизнеса нет в интернете, тогда у вас нету бизнеса. Я тогда это не понимал. Я реально не понимал, потому что у меня не было опыта понимания. Я не знал, что такое интернет в 2002 годах. Вот. Понятия не имел, что это такое. Но сейчас начинаю понимать, что те компании, которые не понимают интернет, не понимают технологию, до сих пор не используют или мало используют, они реально страдают. Но это не означает, что офлайн рынок умрет. Нет, офлайн рынок все равно будет.
Потому что сам процесс ходьбы по магазину, сам процесс, понимаете, она никуда не денется. Сам процесс ходить в магазинах, ходить в кафе и так далее, она всегда остается. Хотя люди могут домой заказать еду, домой заказать одежду, домой заказать там по интернету, но все равно это процесс, это состояние, это желание, оно остается. Мы же видим, что в Западе давным-давно интернет-площадки есть. Но все равно же офлайн бизнес не умер же. Да, какой-то момент скачок будет сильно в сторону онлайн, но потом все равно это маятник придет как-то вот так. И онлайн, и офлайн. Так что офлайн продвигайтесь тоже. Не останавливайтесь, продвигайтесь. Но онлайн усиливайте. Онлайн усиливайте. Например, если 30% расширяетесь офлайн, 70% фокусируйтесь онлайн развиваться. Я заметил, что когда у нас в данный момент у нас ученики, там 346 что ли, вот так, которые индивидуально учатся, я же знаю бизнес каждого из них, и маркетинговые стратегии большинство из них знаю, и мы видим, делаем, разработаем вместе, обсуждаем вместе. И вижу те, которые смогли адаптировать свой бизнес от офлайн к онлайн, за это 1,5-2 года 300%, 500%. У меня есть ученики, которые 500% выросли на рынке оптовой продажи одежды, на рынке производства медицинских приборов и так далее, на рынке строительства, на рынке интернет-магазинах, на рынке фастфуд. Есть даже ученики, которые 15 раз увеличивались. То есть выросли 15 раз за 1,5 года. Думаю, что исходя из опыта, я вижу, что вот эти направления будут расти. Они все равно будут расти. Поэтому нужно в этих направлениях иметь уже знания. В этих направлениях обязательно надо учиться. Вот. Если вы можете в интернет-пространстве адаптировать свой бизнес, это инструмент, ребята. Но я хочу вам сказать так, что это не означает, что это что-то абсолютно другое. Нет. Базовые потребности, они никогда не меняются. Базовые потребности, это что? Это лекарство, это услуга, это там еда, это одежда. Базовые потребности, они всегда будут. Но только методы преподнесения меняются. Способы преподнесения меняются. Раньше продавалось в базаре, потом в супермаркете. Раньше продавалось там в супермаркете, теперь интернет-магазине. И так далее, и так далее. То есть, сам модель продажи могут меняться, бизнес-модель могут меняться, и сам канал сбыт могут меняться. А кто быстрее адаптируется, вот тот выигрыш. Поэтому надо стараться быстрее адаптироваться. Вот тогда большие результаты и больше успехов. Поэтому 2022 год рекомендую, фокусируйтесь, пожалуйста, именно на диджитализации, фокусируйтесь, пожалуйста, на усилить сильную сторону своей компании, свой продукт и так далее. А если хотите чего-то другое, новое заниматься и так далее, например, вы хотите впервые открывать бизнес и так далее, но открывайте его в пространстве интернета. Просто вы должны это делать. Пространство интернета. Почему? Потому что рынок интернет большой, и у вас больше возможностей. Хотя конкурента тоже хватает. Но если вам удастся стать в чем-то платформа в чем-то, ну тогда вы герой. Тогда вы реальный герой. В рынках интернета, интернет-бизнеса, если вы сможете стать платформа для какой-то-нибудь услуги, платформа для какой-то-нибудь продукции и так далее, тогда вы реально, будущее у вас очень большое. Нужно просто найти свою нишу, в чем вы можете стать платформой. Именно в чем вы можете стать платформой. Многие мне говорят, наставник, все ниши же заняты, как я могу? Посмотрите, Amazon логистики стал платформа сначала, а потом потихонечку все остальное. Его сильная сторона живет там. Валберес то же самое. Постепенно теперь продает все подряд. Большой магазин, который все продает. Например, все платформы, которые мы видим. В чем-то надо стать платформой. Если вы профессионал в интернет-пространстве, хотя бы, не знаю, в чем-то. Есть огромное количество направлений, которые не существуют в хорошей платформе. Нету. Вы в любом бизнесе можете.
Вот то, что вы офлайн делаете, в нем попробуйте онлайн. Теперь буду включить комментарии ваши, чтобы с вами общаться, потому что так будет приятнее. Можете задавать вопрос, но на те, которые я успеваю, буду ответить. Сейчас уже у нас там 1500 человек, соответственно, я на всех не успеваю ответить, потому что одновременно 2 канала идет. Поэтому я буду говорить, можете задавать вопросы, с радостью буду отвечать. Спасибо. Смотрю, приходит мне сообщение, что на вас подписался или подписались и так далее. Спасибо, что подписываетесь. Я очень рад. Вот. Народа, когда много, тоже вопросы тяжело, да, поднимается. Вот. Вот самое интересное, что самые ближайшие мои семинары, там кто-то спрашивает в одном канале, что самый ближайший ваш мастер-класс где? Самый ближайший мастер-класс это Москва. Скоро я буду в Москве. В Москве я буду говорить, там будут несколько наших тренингов. Первый тренинг будет, один из них я инвестор, я буду рассказывать, как стать инвестором и так далее, как заработать на этом рынке и так далее. То есть, на что внимание обратить. По большому счету, у меня большой опыт в инвестировании. Я делюсь советом. Вот. Тренинги «Инвестор» будут в Москве. А потом будут мини-мастер-класс для владельцев бизнеса. 5-дневный курс, который для владельцев бизнеса ориентирован. Если вы владелец бизнеса, добро пожаловать. Я там в этом мастер-классе я говорю, с чего начать бизнес, как делать маркетинг, как стратегию разработать, как сильную команду создавать, именно как стратегический маркетинг сделать, как клиент-управление, то есть какой продукт выбрать и как на него создавать рынок. Всегда есть 2 способа. Либо вы изучая потребности людей, создадите продукт для них, либо вы тот продукт, который у вас хороший, смогли создать, на него рынок создадите. Вот. У меня есть цель открыть развивающий центр до этого. Я обучала дома офлайн. Если просят родители, можно открыть. Конечно, откройте. Откройте обязательно. Откройте офлайн, онлайн параллельно, если тем более обучающий, образовательный. Помните, один из растущих рынок в ближайшие 10 лет, возможно 20 лет, это будут образование. Образовательный рынок это один из очень растущих рынок. Когда будут акции UDI Group, это то есть мои инвестиционные акции, мы думаем, мы сейчас разрабатываем. Мы работаем, поскольку мой холдинг он в разных странах. Он в Казахстане, в России, в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, сейчас и еще Америке. Поэтому это создает очень, чтобы это все на законодательном уровне правильно делать, это создает много-много дополнительной заботы. Поэтому, как будут готовы, мы обязательно объявим. Кто-то пишет, наставник, я хочу писать книгу, что вы мне советуете? Если чтобы написать книгу, в чем-то вы должны быть эксперт. Человек должен стать экспертом, чтобы написать книгу. Просто книга писать не надо, надо писать книгу, которая нужен людям, которая принесет пользу. В Санкт-Петербурге пока не знаю, когда буду. Тренинг, который в Москве будет, это тренинг «Я инвестор». Если вы в Москве живете или в ближайшей территории России, летите туда, обязательно участвуйте. А другой 5-дневный тренинг – это мастер-класс для владельцев бизнесов. Там в основном я говорю, как стратегию разработать, как рынок создать, как продукт продвигать и рассказываю, как сильную команду создать. Это в Москве будет. Сейчас где я нахожусь? Сейчас я в Душанбе. Вот. Жанна задает вопрос, как ваши франшизу покупать. Если вы хотите купить мою франшизу в каких-то наших бизнесах, зайдите в сайт UDI Group или по нашим каким-то там контактам или сайт само, напишите, что, какой франшиза вас интересует. Вот тогда они вам говорят, какой именно конкретно направление наш бизнес вас интересует. У нас 24 бизнеса.
И, пожалуйста, из них 3 франшизы у нас. 3 франшизы вы можете посмотреть, что вам подходит, то и берете, используйте. К Дагестане, когда буду в Дагестане, пока не знаю. Пока не знаю. Спасибо, что слышите. В Туркменистане, Ашхабаде, ну я стараюсь, но пока еще, правда, в планах нет, но когда-нибудь я буду обязательно. Вот. Что я думаю о криптовалютах? Вот UDI Group, можете зайти в это UDI Group, это мой холдинг. Зайдите в это UDI Group, посмотрите, изучайте, какие мои бизнесы есть, вы поймете. А потом можете обращаться. Что-то там был такой интересный вопрос, хотел ответить. Вот, что вы думаете о криптовалют? Криптовалют я сейчас только учусь. Я вам скажу так, ребята, учитесь эти вещи. Но я считаю, что если эти криптовалюты такой скоростью выросли в протяжении 5 лет, 10 лет, значит в них есть что-то хорошее. Правда, у меня нету криптовалюты, я сейчас учусь. Я сейчас в данный момент учусь криптовалюте и так далее. Когда у меня будет свой результат, я тогда буду говорить о них. Пока нет. Пока я не могу рассказать, но я как делал вывод? Делал вывод, что, посмотрите, все то, что растет такой скоростью несколько лет, например, 100%, 200% или 50% увеличивает развитие и рост, соответственно, эти бизнесы будут процветать. Так что делайте этого. Спасибо. Вот, Армению, планировали ввести семинар Армению? Думаю, что когда-нибудь да, но сейчас просто городов очень много, физически я не успеваю. Вот, поэтому вот такая картина. Вот, у вас есть шанс, если вы живете за границей, у вас есть шанс в феврале попасть на мой мастер-класс, Майами, это в Америке. В Америке будут. После Москвы, потом через месяц это уже будет Майами. У вас есть возможность попасть в Майами. Если вы живете за границей, других стран, Америки, Канады или там Европе, у вас есть ли Турции, у вас есть возможность в Майами попасть. Спасибо. Спасибо, ребята. Как я думаю, сетевой маркетинг это один из моделей бизнеса. Просто вы должны его понимать. Это точно так же. Есть традиционный бизнес, другой модель продажи. Есть твой маркетинг, другой модель продажи. Они все, просто надо понимать этот бизнес. Если вы любите, идите, занимайтесь, попробуйте. Просто помните, что везде надо быть профессионалом. Где ты не профессионал, все равно банкрот и все. Поэтому в любом бизнесе надо стать профессионалом. Госпожа Мира пишет, что когда вы приедете в Кыргызстан, ну когда границу открывают, я тогда приду. Спасибо, я вас тоже люблю. Большое вам всем спасибо. Стоит ли заниматься бизнесом недвижимости в Душанбе? Конечно, стоит. Займитесь этим немедленно. Если вы понимаете рынок недвижимости, я рекомендую вам, берите, пожалуйста, уроки по недвижимости сначала. Сначала берите уроки по недвижимости, потом начните заниматься. Вот. О, хороший вопрос. Аля задала здесь вопрос, который, например, Google, вот это Google, современные технологии, на многие вопросы отвечает, но на несколько вопросов не могут ответить. Например, если вы пишете ему «Кто я?», Google не ответит. Или пишите «Кто ты?», тоже Google не ответит. Во многие другие вопросы Google может ответить. Вот. Она спрашивает, кто вы? То есть она имеет в виду, чтобы я над этим попробовал ответить. Да, это очень сильный вопрос на самом деле. В жизни себе спросить, кто ты, это очень-очень сильный вопрос. Я бизнес-наставник, инвестор, меценат, мультимиллионер. Вот кто я. Бизнес-наставник. Я больше как наставник, я служу людям. И как инвестор строю доходы. Это очень сильно помогает. Кто-то задал вопрос, секрет успеха Сайдмурод Давлатова в чем? Мой секрет успеха, я бы рассказал на несколько этапах. Она состоит от набора определенных действий. Я не могу вам сказать, что одним поступком сделать вас богатым,
один поступок не делает человека сразу богатым, но набор определенных шаги точно делает вас успешным. Вот. Например, когда мне было 8 лет, мне мама отдала наставнику, и мой наставник закладывал в моем сознании именно духовный интеллект. Гармоничное развитие, духовный интеллект, физический интеллект, академический интеллект и, соответственно, финансовый интеллект. Гармоничное развитие этих 4 интеллекта делает любого человека успешным. Это первое, что надо понимать. Школьные годы, то есть в детстве, когда мне мама отдала наставнику, он закладывал в моем сознании именно духовный интеллект. Вот. А то, что в школе я максимально старался учиться хорошо, потому что, хотя многие люди думают, что как будто учиться якобы это не важно и так далее, но я этому не верю. Почему? Потому что, я не знаю других, но я в школе отлично учился. Тут дело не в оценке. Понимаете, тут дело не в оценке, как вы учитесь. Тут дело в... Понимаете, оценка это не показатель вашего ума. Оценка это показатель вложения усилий. Когда в школе ребенок учится, понимаете, метрика его успеха, как он этот период своей жизни успешно проводит. Понимаете, показателем, он успешен в этом период жизни или нет, это как он учится, какие достижения у него в школьный период происходят. Тут дело не в оценке, понимаете, тут вложение усилий. Например, фермер получает урожай, но урожай же не является показателем его желаний. Повторяю, урожай является показателем вложения труд. Бизнесмен зарабатывает миллионы, он стал миллионером, это не показатель только желания, это показатель вложения усилий, труд. Это вот так создано. Поэтому оценка в школе это показатель усилия. Дело в том, что когда в школе он старается, он привыкает в жизни все делать на максимум. Вот, на что надо вкладывать усилия. Понимаете? Поэтому вот, когда меня спрашивают секрет вашего успеха, я говорю, вот это 4 интеллекта развивайте. Первое. Второе. Планируйте свою жизнь на 100 лет вперед. Это мне очень сильно помогло. Обычным людям, когда это говоришь, они не понимают это. Дело в том, что вы все равно умрем. Каждый из нас должен это понять. Мы рано или поздно все равно умрем. Когда-нибудь. Но мы знаем, что наша жизнь имеет начало конца. Мы в среднем знаем, что люди не живут 1000 лет или 500 лет. В среднем знаем, что 50, 70, 100 лет живут. А тогда почему бы не планировать их? Понимаете? Почему бы их не планировать? Дело в том, что иногда ты думаешь, что ну ничего страшного, 1 час прошел, или 2 часа прошел, или 3 часа, а на самом деле заметишь, что 1 день прошел. Но потом поймешь, что твоя жизнь прошел, а не 1 день. Ты потом поймешь, что уже жизнь проходит. Вот. Это была вторая реальная вещь, которая помогла мне. Третья вещь – это благотворительность. Каждый раз, когда хочу что-то серьезное добиться успеха, я делаю массовые благотворительности. Это очень сильно мне помогает. Я не знаю других, это мне очень сильно помогает. Четвертая вещь. Беспрерывная учеба. Я до сих пор студент. Я сейчас в этом году не успел, то есть в прошлом году. Сейчас уже готовлю документы, чтобы опять сдавать, учиться. Хотя некоторые смеются, они думают, что это не надо, а я считаю, что нет. Нам нужно постоянно рост, беспрерывное развитие. Беспрерывно. Вот. И это, видите, набор вот эти все вещи помогли постепенно построить. И эти бизнесы, кто-то написал, сколько у вас бизнесов? В данный момент у нас 27 организаций. 24 бизнеса,
3 из них социальные проекты. Один из них благотворительный фонд, другой из них это Дом знаний, это Хонай Дониш, у нас там Дом знаний, это социальный проект. И еще 3 готовится. Программа Чешма Юмет, которая скоро запускается массово. Называется «Источник надежды». Вот. Кто-то задавал вопрос, что на какие черты характера вы внимание обратили и что изменили. Знаете, на что я больше всего фокусировался? Всегда выбирайте цель. Например, у вас перед вами всегда есть выбор. Что делать? Что делать? У вас постоянно выбор. Что делать? Всегда выбирайте цель. У вас всегда есть возможность выбрать цель. Выбирайте свою цель. Например, кто-то зовет вас на свадьбу, кто-то говорит, пойдем чем-то другим заниматься, кто-то говорит, пойдем это, помоги мне то-то, то-то делать. Я понимаю, что это все надо делать ради друзей, родственников и так далее. Но помните одну важную вещь. Одну самую важную вещь. У вас время ограничено. Вот это что вы, куда потратите это время, в сутки 24 часа, вы этим становитесь. Так что в это время вкладывайте, чтобы достигать своей собственной цели. Не думайте, что как будто другие обижаются или что-то, если вы постоянно им не уделяете время. Нет. Фокусируйтесь на своей цели. Когда вы станете успешными, вас будут окружать просто хорошие люди. Замечательные люди, успешные люди. Это важно. Кто-то задает вопрос, можно ли сдать в аренду свой дом в Америке, в США, чтобы рассчитаться с долгами, а самой пожить в аренде подешевле? Да, можно. Значит, вы сейчас в США находитесь. Конечно, можно. Если у вас, запомните, и не только в США, в любом месте можно так делать. Я знаю ребят, которые у них были большие коттеджи у них были. И почти у них в этом коттедже жили всего там, представьте, коттедж двухэтажный большой, всего лишь получается, что жили там 2-3 человек. Я сам рекомендовал, сдавайте это большой дом. Идите, арендуйте квартиру, живите там пока. А за счет это разница дохода нормально, живите. Так что делайте. Вот. Кто-то говорит, да, вы правильно говорите. Короче, сделать шаг, который приближает к цели. Правильно пишите. Вот. Чем точнее вы вопрос зададите, тем точный ответ получите. Я недавно открыл свой магазин. Вот кто-то пишет. Я недавно открыл свой магазин. Сколько времени нужно, чтобы узнать, это место хорошее или нет? От 3 до 6 месяцев. Если вы недавно открыли свой магазин, от 3 до 6 месяцев, это является показателем. Это является показателем, что эта точка будет развиваться, пойдет или не пойдет. Почему от 3 до 6 месяцев? Ваша задача посмотреть динамика роста. Например, первый месяц видеть, что продажа, ну скажем, на $3000. Второй месяц 3500. Скажем, третий месяц 4000. Потом 5000. Чуть-чуть есть рост. Если немножко динамика роста есть, даже если он расходы пока не покрывает, этот магазин будет расти, так что используйте его, продолжайте. Но если видите, что роста нету, если видите, что реально развития нету, то есть он как на одном уровне держится и идете на одном уровне, ну тогда в этом случае в обязательном порядке лучше закройте его вовремя, идите в другом месте откройте. Сначала распишите все стандарты вашего бизнеса, что, например, чтобы ваш бизнес хорошо прошел, ваш магазин, например, товар хорошо продавался, именно какой локация вам нужен. Мы это называем расписать все стандарты своего бизнеса. Каждый раз, когда магазин открою, мы читаем трафика, мы читаем перед него, сколько человек проходит. Если туда проходит 1,5 или до 3000 человек, это тот трафик, который нам нужен. Меньше 1500 человек в день мы там желательно не открываем. Вот. Парень пишет, что я мечтаю стать как вы, а что мне делать? Если ты мечтаешь стать как я, тогда учись, как я живу. Изучай мой образ жизни.
почитай мои книги, посмотри мой фильм. Кстати, сейчас по всем онлайн-кинотеатрах будут полностью фильм «1 на миллион». Можете посмотреть там. Потом в ближайшее время выходит сериал по всем телеканалам. Вот, можешь там посмотреть. А потом старайся после несколько тренингов побывать. Ты должен видеть мой образ жизни. Вот когда ты это видишь, тогда у тебя все получится. Я хочу одну вам посыл давать, одну идею поддавать. Идея в чем заключается? Помните, это навсегда. Эта идея в чем заключается? Это посыл, вы должны понимать, что буду я сейчас говорить вам. Если мы с вами на земле жили бы 1000 лет назад, много людей не могли писать, читать. Огромное количество людей не умели писать, читать 1000 лет назад. Только небольшой процент людей могли писать, читать. Посмотрите, что произошло. За эти годы. Человечество на Земле существует 2 миллиарда лет. Я прочитал где-то это. 2 миллиарда лет. А сама жизнь существует 4 миллиарда лет. 2 миллиарда лет человечество на Земле живет. 2 миллиарда лет в одну сторону. 2 миллиарда лет в одну сторону. А вот получается последние 200 лет человек начал жить по-другому. За это последние 200 лет человеку удалось технология изобретать, человеку удалось в космос добраться, человеку удалось во всей сфере жизни, медицине, других сферах такие открытия делать, что просто словами не передавать. А теперь вопрос, благодаря чего все это добился человечества? Благодаря средней школе. Средняя школа, массовый народ начал обучать писать, читать. Когда средняя школа, массовый народ начал обучать писать, читать, это помогло огромное количество людям. То есть люди, когда научились писать, читать, кто-то начал потом учить математику, кто-то химию, кто-то астрологию, и в каждой разной сфере появились профессионалы. Я этим что хочу сказать? Средняя школа научила нас всех писать, читать. Вы согласны с этим? Кому-то 1 раз показал, кому-то 2 раза, кому-то 3 раза. Но все научились писать, читать. Это означает, что любой человек способен стать богатым. Любой человек способен стать успешным. Если он неустанно продолжает. Точно так же, как средняя школа научила нас всех писать, читать. Понимаете, о чем я сейчас говорю? В данный момент вы не встретите человека, который не умеет писать, читать. Значит, если вы вот эту технологию именно пошагово будете использовать, ставить цели, найти наставника и продолжать. Да, ошибки будут, да, трудности будут, да, сложности будут. Продолжать. Но без наставника у вас будет дорого обойдется этот успех. Ошибок будет много. Потому что в средней школе нас учили учителя. Мы самоучками не научились писать, читать. В средней школе нас научили кто? Учителя обучали нам. Точно так же и здесь. Если вы найдете себе наставника в любом сфере, вы способны стать тем, кем вы мечтаете. Вот это главный посыл, который хочу, чтобы вы точно усваивали. И никогда не меняйте это мысль. Никогда не меняйте. Потому что именно так, с помощью Аллаха, так мне удалось добиться успеха. Просто неустанно идите к своей цели. Вот кто-то спрашивает, я живу в Европе сейчас и приехал сюда без документов. Мечтал жить, вернуться в Таджикистан или еще остаться. Очень устал, не знаю, что делать. Дорогой мой, если ты в Европе живешь, научись чему-то сначала. Вернись успешным. Тогда зачем отсюда убежал туда
если ты неуспешным, еще ни успеха не достигал. Запомните, никогда назад не возвращайтесь, пока не достигаете цели. В моей книге написано «Философия муравья». Почему философия муравья? Потому что вы никогда не можете остановить муравья. Вы не можете его остановить. Муравья будут всегда стремиться к своей цели. Всегда будут стремиться к своей цели и будут идти к своей цели. Он не останавливается. Если преграда делаете, обойдет его. Сколько бы у вас не будут преград, она обойдет его. Кто-то задает вопрос, как создать сильные команды. Чтобы создавать сильную команду, первое, на что внимание обратить, людей надо собрать не вокруг себя, а вокруг свою миссию. Я повторяю, чтобы создать сильную команду, людей надо собрать не вокруг себя, а вокруг своей миссии. А для этого вы должны понимать, если вы занимаетесь бизнесом, вы должны свою компанию создать очень сильную миссию. Понятие миссия, что такое? Это то, что вы отдаете миру. Что такое миссия? Это какой пользу вы приносите миру. Зачем вы занимаетесь этим бизнесом? Когда вы сами поймете, зачем вы занимаетесь этим бизнесом. Когда вы понимаете, ваша команда понимает, тогда ваше дело наполняется смыслом. Вы поймете, это наполняет вас энергией, смыслом. Тогда вокруг этой миссии соберите команду, а не вокруг себя. Когда вы вокруг миссии собираете себе команду, тогда эти люди что делают? Тогда эти люди, вас есть там или вас нету там, эти люди обязательно будут стараться вкладывать максимум, потому что они делают то, что они хотят. Потому что они чувствуют себя частью этой миссии. Они понимают, что я делаю это не ради руководителя или хозяина или кого-то. Я это делаю, потому что этим хочу посвятить свою жизнь. Вот тогда эти люди процветают. Так что, первое, на что внимание обратите, ищите людей, кому нравится ваша миссия, чтобы создать сильную команду. Второе. Берите только людей, у которого есть потенциал. Я повторяю. Берите людей, у которого есть потенциал. Я имею в виду, может быть, тяжело вам найти суперпрофессионала. Или он дорого берет сразу. Может быть, ваша компания не способна платить сейчас много. Так что берите людей, у которых есть потенциал и желание учиться. И развивайте таких людей рядом с собой. И очень простую вещь скажу. Если вы хотите быстро зарабатывать, берите профессионалов. А если хотите создать компанию, которая долго будет жить, берите, пожалуйста, молодых людей. Потому что пока вы их выращиваете, фундамент компании будет сильный. И с этими людьми вы построите компанию, которая будет жить 50, 100, 200 лет. Вот. Поэтому на этих вещах очень сильное внимание обращайте. Еще один вещь скажу вам. Если всегда нанимаете сотрудников, подходящих, скажем, размером интеллекта для тот уровень компании, которая сегодня находится. То есть, я имею в виду, если вы летчика посадите на трактор, все равно трактор не будет летать. Это что означает? Я много этой ошибки делал, я пережил этого. Я иногда нанимал очень дорогие кадры, и эти дорогие кадры ничего не принесли мне. А компании были небольшие. Я же с трудом платил этим дорогим кадрам, но они ничего не могли делать. Почему ничего не могли делать? По той причине, что либо всю команду надо было заменить, всю команду, либо надо было просто нанимать людей, которые чуть-чуть умнее, чем ваша команда. Я когда начал так делать, вот ключевых людей, я начал заменить на более профессионал. А новых профессионалов, которые я нанимал, они должны были быть на 2 шага, на 3 шага впереди остальных. Вот так мы быстро поднимали свои бизнесы. Поэтому создать команду – это большой труд. Создать команду требует огромный профессионализм. Если вы создадите хорошую команду, вы процветаете.
Поэтому станьте лояльный лидер, станьте вдохновителем. Помните, станьте лидером, тогда команда появится. Вот, здравствуйте, давно наблюдаю за вами. Спасибо вам, много чего нового узнал. Для себя вы вдохновляете. У вас есть ученики из Туркмении? Да, Туркменистана. У меня есть очень хорошие ученики. Есть Гуванч, он очень крутой бизнесмен. Он в Стамбуле строит, он мультимиллионер. Ашхабаде очень много строил, строительный бизнес, еще много разных производства. Есть Расул, еще есть Давлат, в общем, еще много. Есть Хаким, они все из Ашхабад, Чорджу, а потом еще есть какие-то города, которые я не помню название, правда. Название не помню. Вот. Вы хотите стать миллионером? С 2014 года по сегодня, фокусируясь на развитии группы миллионеров своих учеников, с помощью Аллаха нам удалось воспитать, вырастить 40 миллионеров. Так что я горжусь этим, я горжусь своим ученикам, потому что мне повезло с ними. Ассаламу алейкум, здоровья вам, Сальмурод Давлатов, как вам могу поговорить насчет прямого эфира? Я из Казахстана, меня зовут Куанеш. Выходите с нашим маркетологом, Куанеш. Поговорите с нашим маркетологом, пожалуйста. Вы можете написать сайт само, с нашим маркетологом поговорить, они вам скажут, что, чего, как. Вот. Дорогие друзья, через 4 минуты уже сели час, почти как я с вами общался. Я еще раз хочу вам одну важную вещь сказать. Да. В феврале будет в Майами наш мастер-класс для владельцев бизнеса. Сейчас, 26-27 января, 2 дня буду вести тренинг в Москве. Я инвестор, потом еще, по-моему, управление персоналом, по-моему, или вот такой. Еще 5 дней буду вести мастер-класс для владельцев бизнеса в Москве. Так что, если у вас есть бизнес, или вы хотите открывать бизнес, добро пожаловать, приходите. Буду очень рад вас видеть. Желаю вам всем успехов. До новых встреч. Да. Кто-то пишет за 8 лет 40 миллионов. Да. С 2014 года мы активно начали на это фокусироваться. 40 миллионеров у нас сейчас. Алхамдулилlah, этим я горжусь. 1 316 000 человек посещали мои тренинги, открытие эфиры. Получается вот так. И я этим горжусь. Я этим действительно горжусь. Почему? Потому что за мной огромное количество результатов. Это благодаря вас. Спасибо, что вы читаете наши книги и побывайте в наших тренингах, семинарах. До новых встреч, ребята. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Я хочу показать вам, как тут много людей собрались. Здесь они сидят. Махайте рукой, ребята. Хлопай. Вы знаете, это очень приятно. Здесь бизнес-ужин идет. Бизнес-ужин. До встречи, ребята.